Нападение на Зеленского, Путин срывает договоренности и наносит удар по Трампу, в Турции задержан главный оппонент Эрдогана, а узбекистанец признан самым дорогим футболистом Центральной Азии. Речь о десятках миллионов долларов. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия нанесла ракетный удар по своим же силам в небе. В Кремле заявляют о воздушном бое после приказа Путина. Как это возможно? Провал Трампа. Москва обвела президента США вокруг пальца. Республиканец признался, о чем не смог поговорить с Путиным. Детали. Палаточный городок и масштабные протесты в центре Минска. Попытка свержения Лукашенко. Историческое событие. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Ночь с 18 на 19 марта не стала исключением. Россия с воздуха атаковала Украину. Удар наносился с 5 направлений – дронами, баллистикой и ракетами С-300. В воздушных силах Украины заявляют о рое БПЛА. Летело 145 единиц. Обстрел Украины был совершен сразу же после того, как Путин отдал приказ и дал слово Трампу, что готов прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуре. В Украине же показали, как выглядит обещание Путина. Под ударом известный Бучанский район под Киевом. Повреждены более 35 домов. Разрушения в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. В последней прилеты по больницам. Украинские власти призвали оказать давление на Россию и заявили, что фактически Путин отказался от предложения полного прекращения огня. Украина решила не молчать и запустила дроны в ответ. Цели все те же – нефтеобъекты РФ. Болезненное попадание в пункт перевалки нефти Кавказская. Это Краснодарский край. Смотрите, горят как. Снова летит. Кавказскую бомбят. Господи, как же это страшно. Российская Минобороны и губернатор области закрыли глаза и молчат. Они не подтвердили и даже не опровергли ночные удары и потери. Сделали вид, что ничего не было. Спустя время проблемы признали в оперативном штабе Краснодарского края. Но и там заявили, что по Кавказской прилетел обломок. Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской увеличилась до 1700 квадратных метров. В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем. Провал Трампа. Его мирные планы терпят крах. Итоги второго телефонного разговора с Путиным говорят о трудностях воплощения в реальность быстрого мира в Украине, который будет приемлем как для Киева, так и для Москвы. Об этом пишет Financial Times. Издание уточняет, что связь между Вашингтоном и Москвой произошла всего через несколько часов после срыва соглашения о прекращении огня в Газе, где Трамп также хотел завершить войну. Авторы материала уверены, кампания по давлению президента США на Зеленского предоставила Путину огромное количество рычагов воздействия, которыми он воспользовался и, как итог, пошел на небольшую уступку Трампу, при этом не уступая ни в чем. Заявление Кремля ясно показало, что Путин не отказался ни от одного из своих жестких требований для завершения войны. Согласие российского президента временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре и работать над соглашением о морской безопасности в Черном море означало бы возврат к договоренностям, которые уже существовали ранее в конфликте. Трамп же продолжает уверять, что разговор был отличный, а вопрос военной поддержки Украины со стороны США вообще не поднимался. Это то, о чем он не поговорил с Кремлем. Хотя, напомню, Москва заявляет, что поставила Трампу условия согласятся на 30-дневное прекращение огня, если Украина прекратит принудительную мобилизацию, а ВСУ перестанут перевооружать. Мы не говорили о помощи на самом деле, мы вообще не говорили о помощи. Мы обсуждали много разных вещей, но помощь не упоминалась. США начинают новый этап переговоров по Украине. Новый раунд состоится 23 марта в Саудовской Аравии. Об этом заявил посланник Трампа Уитков. Зеленский же ожидает связи с Трампом, который должен рассказать о деталях своей длительной беседы с Путиным. Заговорил Зеленский вновь и о территориях, которые станут предметом торга. Що стосується територій, напевно, це буде одним із таких чутливих і складних питань
на майбутніх перемовинах. Перший крок все одно – це безумовний ceasefire, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких, я впевнений, будуть підніматися територіальні питання. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Мы на це не підемо. Москва тем временем обвиняет Зеленского в саботаже, мол, Украина обстреляла Россию. Информация уже была широко доступна о команде президента России, о команде Верховного Главнокомандующего России на момент начала этих атак. И киевский режим ничего не сделал для их отмены, поэтому, конечно, подобные действия, они идут вразрез с этими общими усилиями. При этом Песков уверяет, что Россия нанесла удар по 7 своим же беспилотникам, которые летели в Украину для ударов по энергетике. Они были сбиты после приказа Путина прекратить огонь. Куда направлялись больше сотни других БПЛА, о которых заявляла Украина, в Кремле молчат. Бывший президент Украины Порошенко, которого обвиняют в госизмене, заявил, что нынешний глава государства ведет страну к диктатуре. Он несчастный лидер команды, которая ведет страну к диктатуре. Но Украина не Россия. Мы не допустим, чтобы в Украине установилась диктатура. В этом большая разница. Это атака на наше европейское будущее, потому что верховенство права, которое сейчас грубо нарушается, имеет решающее значение для нашей интеграции в Европу. О непростой судьбе в связи с санкциями, которые на Порошенко наложил Зеленский, бывший президент Украины рассказал немецкому изданию Bild. Порошенко также заявил, что не Трампу решать, кто будет следующим президентом. Это дело украинского народа. Напомню, что в Украине сейчас обсуждается еще одно громкое дело, связанное с Порошенко. На днях Печерский суд арестовал бывшего заместителя главы охраны экс-президента. Адвокат Вадима Чучковского Илья Новиков уверяет, что экс-зама управления госохраны подозревают в том, что он получал чемоданы с деньгами на выборы, которые привезли в Киев прямым рейсом из Москвы весной 2019 года. Речь идет о 10 черных чемоданах. В партии Порошенко уверены, что подобные дела против бывшего президента – это дело рук Зеленского, который пытается изолировать и исключить Порошенко из политической деятельности. Мэр задержан. Оппозиция заявляет о давлении со стороны президента. Массовые аресты в Турции. Мировая пресса намекает на удар Эрдогана по его главному политическому сопернику. С наручниками теперь Экрем Имамоглу, популярный лидер оппозиции и мэр Стамбула. CNN Türk сообщает, что силовики задержали политика в рамках большого расследования о коррупционных преступлениях. По данным Генпрокуратуры, Имамоглу и другие чиновники подозреваются в вымогательстве, отмывании денег и нарушениях, связанных с тендерами и закупками. Дом стамбульского мэра перевернули вверх дном. Там обыски. Задержаны еще более 100 людей из команды мэра. Перед арестом Стамбульский университет аннулировал диплом Экрема Имамоглу. В ВУЗе и в Совете по высшему образованию Турцию назвали документы политика об образовании поддельными. Сегодня мы вдруг узнали удивительную новость. Выяснилось, что мой университетский диплом был аннулирован спустя столько лет, причем совершенно незаконно. Университет не имеет полномочий аннулировать дипломы, но это похоже на попытку срочно вытащить что-то из огня. Бесконечное давление прокуратуры, нелепая переписка, абсурдные действия, звонки из Анкары и прочее. Все это незаконно и нелегитимно. Задержание мэра взорвало общественность, люди вышли на улицы. Напомню, Имамоглу в ближайшие дни должен был быть объявлен кандидатом от оппозиции на выборах президента страны, которые пройдут в 2027 году. Он считается основным конкурентом Эрдогана. Новая глава в истории Земли. 21 марта 2025 года войдет в историю как первый Всемирный день ледников, провозглашенный ООН в рамках Международного года сохранения ледников. В этот день мир объединяется в борьбе за спасение этих могучих ледяных гигантов. Сейчас ледяные горы – источники пресной воды для более чем 2 миллиардов человек по всему миру. Но тревожные исследования предсказывают, что к 2050 году человечество может потерять до трети всех ледяных массивов. Уже сейчас ледники отступают с угрожающей скоростью.
Ускоренное отступление ледников угрожает водной безопасности, повышает риск наводнений, связанных с выходом ледниковых озер из берегов, и нарушает экосистемы по всему миру. Это сказывается на сельском хозяйстве, гидроэнергетике и горных общинах по всему миру. Масштабные протесты против Лукашенко, палаточный городок в центре Минска и разгон протестующих – все это события 19-летней давности. 19 марта – 19-я годовщина известнейших протестов в Беларуси, площадь 2006. Первый многодневный и масштабный протест против узурпации власти. Еще в начале нулевых, после очередных так называемых президентских выборов, на которых вновь якобы победил Лукашенко, белорусы, не согласные с его политикой, вышли на улицы белорусской столицы. Сторонники оппозиционных кандидатов президента Александра Меленкевича и Александра Козулина собрались на Октябрьской площади в Минске. Там же был разбит палаточный городок, который уже в 20-х числах марта снесли силовики. Лукашенко в те дни исчез. В кадре он появился лишь через несколько дней после выборов, а уже следующий раз только 8 апреля, во время так называемой инаугурации. Футбольная сенсация из Узбекистана Абдукадир Хусанов стал новым героем мирового футбола. Футболисту всего 21 год, а он уже является защитником Манчестер Сити и установил рекорд, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана и Центральной Азии. Лишь за 1 год его трансферная стоимость выросла с 1,5 миллиона до 35 миллионов евро. Это не просто успех, это космический скачок, об этом пишет издание «Подробно УЗ». В Манчестер Сити Хусанов уже обогнал по стоимости таких звезд, как Кевин Де Брюйне и Эдерсон Мораес, став вторым самым дорогим центральным защитником клуба. 21-летний защитник перешел в Манчестер Сити из французского Лиля за 40 миллионов евро, а Лиль приобрел Хусанова у белорусского энергетика БГУ 1,5 года назад всего за 450 тысяч евро. Vessel slowly but surely closing the distance, getting even closer to pulling the capsule out of the water. It will then so once securely on the welcome aboard the recovery vessel. Recovery and there we do see there we have it, some waves getting some useful now as the exits. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.